В Удмуртии продолжается подсчет ущерба, причиненный селянам из-за жары. Минсельхоз в эти дни принимает от предприятий последние данные. На следующей неделе уже будет ясно, какая помощь потребуется колхозам. А вот ученые Удмуртского федерального исследовательского центра уже сегодня готовы предложить свою помощь. Они вывели новый сорт озимой пшеницы. Над его селекцией трудились почти 10 лет. Чего добились, расскажет Людмила Спиридонова. Наконец мы вышли на объемы мешочков. Для удмуртских ученых пшеница Даур действительно сокровище, ведь выведение нового сорта – ювелирная работа. Происходит это примерно так. Ученые берут зерна лучших гибридов, скрещивают, выращивают, снова отбирают самых лучших, и так несколько лет подряд. В первую очередь, конечно, урожайность. Потом в наших условиях это зимостойкость для озимой пшеницы и качество зерна. В 2017 году в Удмуртии уже вывели один сорт пшеницы – Италмас. В благополучные годы она может дать и 50 центнеров с гектара. Италмас сегодня уже в госреестре, и это достижение, говорят ученые. Ведь иногда многолетние труды заканчиваются выбраковкой сорта. По картофелю у нас такая история была в прошлом году. Такие сорта хорошие получились, и урожайные, и товарное качество, и вкусные. Не выдержали испытаний на рак и нематоду. И мы с большим грустью с ними расстались. Пшеницу Даур нынешнее экстремальное лето испытало на славу, но несмотря на жару, ученые собрали 25 центнеров с гектара. Агроном института Иван Кудрявцев доволен. Буквально в том году сразу позвонили, у вас, говорит, есть Даур, мы хотим у вас Даур приобрести. Пришлось отказать, что еще слишком рано. Рано, потому что Даур ждут еще испытания. Чтобы ее могли выращивать земледелы из Удмуртии и соседних регионов, сорт должен пройти государственное сортоиспытание. Сегодня к новым сортам очень высокие требования. Все, что связано с тем, чтобы производилось на территории республики, разрабатывалось на территории республики, для меня, конечно, лично это вообще приоритетная задача. Я понимаю, что сельхозтоваропроизводители должны видеть очевидное преимущество данного сорта по сравнению с теми, что они используют вообще, сегодня. Финальные сортоиспытания продлятся еще пару лет. И только после этого Даур сможет попасть в госреестр допущенных к использованию сортов. Людмила Спиридонова, Юрий Афанасьев, Вести, Удмуртия.